Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Авария в Заинске унесла 14 жизней. Автобус опрокинулся на правый бок. Выгорело, можно сказать, все. Подробности трагедии в репортаже Александры Севастьяновой. В числе погибших 4 детей и профессор и новоиспеченный врач. Я хотела в ординатуре потом продолжить учебу. Реаниматологом хотела совет. Кого оплакивают близкие, почему жертв могло бы быть больше, узнавала Адель Кламиц. Ветер, смерч и разобранные крыши. Уходите, я боюсь. Водяной водоворот, говорит, идет, так светится как-то вот как. Последствия урагана в Пестричинском районе увидела и оценила Альбина Минибаева. Чтобы лучше лечили и меньше болели. Высок риск для пациента, и, соответственно, их деятельность должна быть под особым контролем. Кому и когда Росздравнадзор собирается нагрянуть с проверкой, узнал Дмитрий Аринин. Цветы и игрушки целый день сегодня несут к месту трагедии в Заинске. В страшном ДТП погибли 4 детей и 10 взрослых. Таковы последние данные. Еще 9 пострадавших сейчас находятся в больницах. 5 из них в тяжелом состоянии. Напомним, в ночь на воскресенье в Заинском районе пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом. Причины следствия у Александры Севастьяновой. Мы привезли пострадавших. Привезли родственников. Нехотя делятся с журналистами водитель. Приехали вчера из Ижевска. Плакал ли кто-нибудь в дороге, Сергей Алексеев уже не помнит. Старается дистанцироваться. Слишком тяжелая трагедия. Чтобы поддержать и успокоить, на месте опознания в бюро судмедэкспертизы работает бригада психологов. Родственников погибших и пострадавших разместили в гостиницах. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам пострадавших и погибших было привлечено 10 специалистов психологической службы МЧС России и психологи государственных организаций. Тела всех погибших в Казань доставили накануне вечером. После возгорания автобуса мало что уцелело. Выгорело, можно сказать, все. Ну, есть что-то, и фрагменты телефонов нам находим, в принципе, есть такие предметы. Документы какие-то? И документы находим, да. А какие документы? Ну, паспорт. Круглосуточно работает телефон горячей линии. Уже поступило 229 обращений. Процедура опознания не быстрая. На протяжении всего этого времени рядом с родственниками будут находиться психологи. Люди находятся в шоковом состоянии, не до конца еще осознают утрату. И поэтому здесь важна не столько какая-то словесная психотерапия и поддержка, сколько присутствие. Быть рядом. На данный момент удалось идентифицировать 5 тел. По каждому идет генетическая экспертиза. Если качество биологического материала позволит нам провести необходимые исследования и нам не понадобится перепроверять, то я думаю, что в 2 дня мы постараемся основные исследования уже провести. Сейчас в больницах Альметьевска, Казани и Челнов находится 9 человек. 5 из них в тяжелом состоянии. Накануне следователи уже начали опрашивать водителя КАМАЗа. Водитель грузовика задержан по статье 91 УПК РФ. В настоящее время опрашивается следователями. 2 других водителя находятся в больнице. Процессуальные действия в отношении них будут проводиться по мере их выздоровления. В ночь на воскресенье на трассе Альметьевск-Челны пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом. Последний на прицепе вез грузовик. Очевидцы события сняли видео трагедии. Водила сказал автобуса. А он живой? Да, меня, говорит, выкинуло, говорит, с автобуса. Говорит. Этот, говорит, меня подрезал, говорит, меня выкинуло, говорит. Я, говорит, 3, говорит, успел вытащить. Большинство пассажиров в это время спали. После столкновения автобус перевернулся. Шансов выбраться из горящего транспорта было мало. Все двери оказались заблокированными. На месте погибли 14 человек. 4 из них дети. Самому младшему из них был всего год. Практически все двери были заблокированы. Кого-то выкинуло, кого-то вытащили. Личные соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Рустам Минниханов. По указу президента 2 июля в Татарстане был объявлен днем траура. Кроме того, родственники погибших и пострадавшие получат денежные компенсации. Всем погибшим будет оказана помощь 1 миллион рублей. И пострадавшим будет оказана помощь в зависимости от степени тяжести их состояния. При легкой степени тяжести 100 тысяч, средней 200 и тяжелым 300 тысяч.
К работе подключилась прокуратура. По факту ДТП завели 2 уголовных дела. Вчера для допроса задержали директора компании «Перевозчик». Офис обыскали. Подозреваемый находится в Заинском СИЗО. Завтра ей изберут меру пресечения. По предварительным данным, фирма не имела лицензии на перевозку детей. Кроме того, у следствия есть основания полагать, что двое водителей, находившихся в автобусе, должны были сменять друг друга каждые 4 часа, но не делали этого. По одной из версий, фары грузовика могли ослепить водителя автобуса. Сейчас следком собирается провести анализ транспорта. Неизвестно, был ли пригоден автобус для междугородних перевозок. Расследование взято под контроль Следственного департамента МВД России. Сейчас МВД ходатайствует об аресте водителя автобуса. Он находится в РКБ, но пока медики его к выписке не рекомендуют. Александр Севастьянов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. До 2 миллионов 250 тысяч рублей выплатят родственникам погибших и пострадавшим в трагедии в Заинске. Страховые возмещения предоставит компания «Сагаз», где был застрахован перевозчик. При причинении вреда жизни выплата составит 2 миллиона 250 тысяч рублей, за вред здоровью до 2 миллионов. Чтобы получить материальную помощь, нужно написать заявление в страховую компанию и предоставить документы. Их список на экране. Кроме того, семьям погибших в ДТП выплатят по миллиону рублей по решению президента Татарстана. Документы на получение материальной помощи принимают в органах соцзащиты по месту нахождения потерпевших. За трагедией реальные судьбы людей. Погибли 14 человек, среди них целые семьи. Кто-то потерял жену и детей, кто-то мужа, кто-то дочь. Уроженке Заинска до дома оставалось меньше 10 километров. Девушка погибла на глазах родителей. Кто они? Жертвы злополучного рейса. Реальные истории у Адели Коломейц. Савалею проехали 0,20. Светлоозеро проехали 0,26. Каких-то 9 километров, и дочь Регины Галимовой была бы дома. Мария ехала обрадовать родителей. Неделю назад получила диплом Самарского медуниверситета. Мама и папа ждали Машу на остановке. Когда увидели взрыв... Я как раз вот сидела в машине, это все видела. Потом я на бешеной скорости тоже подъехала уже туда. Хотела туда зайти, уже все бесполезно. Я с мужем была. Муж вообще туда уже залезал. Я его выталкивала оттуда. Дочь погибла на глазах родителей. В автобусе вместе с ней сгорели еще 13 пассажиров. Из них 4 дети. Самому маленькому чуть больше года, 3 подростки. Погибла супружеская пара из Набережных Челнов. Этот рейс стал последним и для декана факультета математики и естественных наук Ижевского университета Али Алиева. У родственников и друзей уже 2-й день слезы и боль. Когда ты работаешь, учишься, веришь, что все будет хорошо, и в одну секунду просто превращается в ад. Судя по СМС в телефоне мамы, погибший автобус быстро миновал близлежащие населенные пункты, а значит ехал с высокой скоростью, делают выводы родственники погибшей. Да, водители виню, потому что они гнали. В шоке сегодня 9 солдат-срочников. Они чудом остались живы. Об этом пишут оренбургские СМИ. Молодые люди опоздали на рейс, а когда узнали о ДТП, осознали. Родились в рубашке. На место трагедии сегодня весь день несут игрушки и цветы. 51-й километр трассы Челны-Альметьевск уже давно заслужил страшную славу. Год назад на этом же месте в ДТП попал этот же рейс Самара-Ижевск. Пассажиры тогда отделались ушибами. А 28 июня здесь в бетонную плиту на большой скорости въехала легковушка. Водитель и 2 пассажира скончались на месте. За 7 дней это место унесло жизни 17 человек. Аделя Коломейц, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Никаких ночных рейсов и контроль по спутнику. В республиканском Минтрансе сегодня рассказали, как обеспечивается безопасность на межмуниципальных маршрутах. Движение автобусов по системе ГЛОНАСС мониторит диспетчерский центр. Если водитель превышает скорость, то ему звонит диспетчер и предупреждает об этом. На междугородние рейсы выезжают по 2 водителя. Детские перевозки в ночное время запрещены с 11 до 6 утра. Значит, межмуниципально, у нас расписание составлено таким образом, о том, что крайний автобус там не позже 11, не позже 11:30, где-то вот так вот. Сорванные крыши, поваленные деревья, поврежденные электропровода. Жители Пестричинского района сегодня подсчитывают убытки и приходят в себя после вчерашней стихии. По оценке спасателей, больше всего пострадали деревни Шали и Тагашево. Альбина Минибаева увидела последствия разгулявшейся стихии. Этот вихрь над Волгой снова удивляет и поражает воображение. Видео разлетелось по всем социальным сетям. Просмотров десятки тысяч. А вот люди, которые столкнулись со стихией, даже не знают, как описать увиденное. Как водяной водоворот, говорит, идет. Так светится как-то, вот как огонь там горит.
Сегодня в деревне Шали вовсю стучат молотками. Стихия сорвала кровлю крыш, разорвала провода и повалила деревья. Разгул оказался недолгим, но масштабным. Какие-то 5 минут, наверное. Все. Ничего не... Все. 10 секунд. Все это уничтожило вообще. Данил Салихов оказался дома, когда смерч начал разбирать и срывать кирпичи их дома. Кладку теперь придется собирать заново. Обошлось без человеческих жертв. Все потерпевшие в ожидании сотрудников страховых компаний. Ущерб оценивают не мы, экспертные компании, страховые компании будут оценивать. У кого дома застрахованы, страховщики уже приехали, вот люди ждут, некоторые МЧСников. От лишних рабочих рук сегодня на селе никто не отказывается. После вчерашнего урагана восстановительные работы идут полным ходом. 15 домов всего пострадало. И по оценке самих жильцов в одном только доме ущерб может достигать до 2 миллионов рублей. Семье Камалеевых тоже не повезло. За секунды они остались полностью без крыши дома. Теперь снова разговоры только о стройматериалах. Доски, вот балки надо сейчас покупать. Все, это кирпичи надо обделывать. Ураган прошелся и по деревне Тагашево, повредил практически половину всех жилых домов на селе. По самым скромным подсчетам, ущерб в районе оценили больше, чем в 2 миллиона рублей. Восстановительные работы планируют завершить до середины июля. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Пестричинский район. Все медучреждения Татарстана оценят по степени их риска для пациентов. Как итог, от них будут проверять чаще и жестче, других реже и мягче. Об этом сегодня заявили в Казани на выездной коллегии Росздравнадзора. Кого первым возьмут на карандаш, узнал Дмитрий Аринин. Успеваем проверять, вот такое слово, 10%. Такое необъятное хозяйство татарстанского подразделения Росздравнадзора. Всего в республике медицинские услуги оказывают около 3000 учреждений. В минувшем году их проверили почти 300 раз. И в половине случаев проверяющим было что предъявить. В основном это нарушение прав пациента на доступную помощь и некачественный медосмотр. Вроде бы, с одной стороны, мы понимаем, что это не совсем такая рисковая статья. Тем не менее, раннее выявление заболеваний как раз происходит во время медицинских осмотров. Теперь все медучреждения Татарстана предстоит проранжировать по степени их риска для пациентов. Более тщательно будут проверять тех, кто занимается акушерством, анестезиологией, нейрохирургией, кардиологией. И напротив, щадящий проверочный режим ждет заборщиков крови и неврологов. При этом учреждения, на которые есть жалобы, также будут в зоне особого внимания. И вся система сегодня строится по 3 основным направлениям. Это контроль качества структуры, контроль качества процессов и контроль качества результатов. Как еще отметили сегодня, чтобы претензий было меньше, нужно больше заниматься развитием медицины. Так в Татарстане взят курс на укрепление первичного звена здравоохранения. С 2012 по 2016 год около 2 миллиардов рублей из бюджета Республики Татарстан были направлены на строительство новых модульных ФАПов татарстанского производства, а также на капитальный ремонт существующих. Также в ближайшие 2 года в республике предстоит капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием около 200 поликлиник. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот далее в выпуске. Все флаги в гости к нам. Чему в Казани научат волонтеров со всего мира? Лина Зинатуллина. Вместе веселее. Раз, два, три, поехали! Каково это, родной город, открыть совсем с другой стороны? В путешествие с многодетными Грошевыми выехал Рамиль Шайдуллин. Молодежь всего мира в Казани. Волонтеры из 91 страны приехали в столицу Татарстана на первый международный форум волонтеров в ФИСУ. Что объединяет добровольцев из Австралии и российской глубинки? Лина Зинатуллина. На русском и татарском сегодня заговорила молодежь со всего мира. Больше сотни студентов из 91 страны собрались на международном форуме волонтеров. Эшли Эрроу Смит из Австралии уже несколько лет не остается в стороне от спортивных мероприятий в родной стране. Я стал волонтером, чтобы помогать людям приобщаться к миру спорта. И это хороший старт для карьеры в спортивном менеджменте и спортивном маркетинге. От универсиады до Кубка Конфедерации о роли волонтеров в Татарстане знают не понаслышке. Сегодня их благодарит президент республики. Без вот таких лидеров, вот таких инициативных, творческих молодых людей провести такие серьезные международные мероприятия невозможно.
А для того, чтобы все это организовать, конечно, нужны образовательные программы. Программа насыщенная. 7 дней дискуссий и круглых столов, лекции от международных экспертов ФИСУ, Олимпийского комитета, ЮНЕСКО. Задача этого центра дать возможность молодым людям прежде всего обменяться опытом, знаниями, культурным опытом. И начали уже сегодня. Церемония открытия похожа на модный показ народов мира. Это традиционная одежда народа Венда. Обычно она одного цвета. Здесь все должно быть желтым, но я смешала цвета, чтобы показать все сразу. Это кимоно называется юката. Я его иногда дома ношу. Удобно и прохладно, но сегодня в нем холодно. А это сандалии гетто. В них очень сложно стоять. И куда же в молодежной среде без соревновательного духа? В конце недели участники представят свои проекты празднования Международного дня университетского спорта. 5 лучшим путевки в Тайбэй на летнюю универсиаду и стипендии на обучение английскому в лучших университетах мира. Лена Зинатульна, Андрей Натальцев, ТНВ, Казань. Более 155 тысяч человек побывали на матчах Кубка Конфедерации в Казани. За все время турнира столицу республики посетили более 5 тысяч иностранных туристов. Об этом сегодня сообщил мэр Казани. Для них организовали более 50 мероприятий. По словам Ильсуры Медшина, в преддверии чемпионата мира 2018 года еще много работы. Я думаю, что вот в этом направлении мы еще можем поработать. Есть у нас мысли, как, может быть, не столько сократить, а столько еще удобнее сделать последнюю милю. Его подвиг изменил ход мировой войны. В речном порту сегодня вспоминали героя Михаила Девятаева. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Человек-легенда, совершивший побег из ада. Когда ему запретили летать, он полюбил речные просторы. Эльмира Шаймарданова сегодня встретилась с теми, кто знал Девятаева лично. Те, кто знал его лично, ветераны татфлота сегодня говорили о подвиге Михаила Девятаева. До сих пор не перестают удивляться, как узник концлагеря, никогда ранее не видевший устройство новейшего самолета, смог завести и поднять его в воздух. Он всегда был очень доброжелательный, по-отечески относился к нам, передавал свой опыт без каких-либо командных или административных методов. Он был для нас как отец. В 1944 году, оказавшись в концлагере, Девятаев угоняет вражеский самолет и бежит с группой пленных. Но не спасенные им жизни советских солдат, нередкие сведения о засекреченном немецком оружии не спасли Девятаева от НКВД. Подняться в небо он больше не смог, хотя был в прекрасной физической форме. Крутых виражей в жизни Михаила Девятаева было немало. Таким поворотом в его судьбе стал 1948 год, когда он пришел на работу в Казанский речной порт. С тех пор водную гладь полюбил столь же страстно, как и небо. Клеймо военнопленного преследовало до марта 1957-го. После выхода очерка журналиста Яна Венецкого правду узнала вся страна. Ему доверили водный транспорт, и круглые сутки он проводил на капитанском мостике. Михаил Петрович долгое время проработал на флоте нашей компании, был первым капитаном скоростных судов проекта «Ракета Метеор». Отец всю жизнь прожил в Казани, всю жизнь работал здесь, на Волге. И, конечно, хотелось бы, чтобы памятник стоял здесь, на берегу, на его любимой и родной для него и кормящей всю жизнь реке. Наверное, здесь. Тем более, что здесь начинается улица Девятаева. Ракета, которой управлял Девятаев, не сохранилась. Другое судно носит имя человека-легенды. Сегодня на нем на водную прогулку отправились ветераны речного порта. Эльмира Шаймарданова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В путешествие по родному городу в рамках проекта «В объективе ТНВ. Большая семья» на семейный выходной выехали многодетные казанцы Грошевы. Их 10 – мама, папа и 8 детей. Редкие вылазки на отдых с семьей выглядят так, как это увидел и объектив ТНВ. Массово, весело и дружно. Каково это за день открыть родной город совсем с другой стороны, расскажет Рамиль Шайдулин. Это не просто, но можно собраться всей семьей и отправиться в большое путешествие и не куда-нибудь, а в свой родной город. Вместе с ТНВ семья Грошевых отправляется в мир развлечений. Грошевы-младшие – ярые любители мультфильмов. Традиционно их вечера у голубых экранов одни на свежем воздухе, где уже они в ролях диснеевских или российских мультгероев. Но сегодня необычный день. В игру включились и родители. Их путь начинается как известный кинофильм. Так, что, все на месте? Все сели? Все? Так. Филипп. Ой. Один дома чуть было не остался младший Филипп. Не отпустила серия любимого мультфильма.
Вот теперь все готово. Впереди день настоящего семейного отдыха. Туда, где раньше бывать вместе и не приходилось. Трудно было просто собраться. Вообще хотели в аквапарк, конечно, съездить. Мы уже давно что-то как-то не могли выбраться. Вот. Потому что то школа, то Филиппа оставляли. В общем, нет. Путевку в мир развлечений подарил телепроект. На день Грошевы не только попали в объектив, но и устроили свой непрерывный интерактив. В объективе ТНВ Грошева. Раз, два, три, поехали! Бегемоты. Семья любителей мультфильмов, любимых персонажей увидела и живьем. С утра их ждут и бегемот Мото-Мото, и лев Симба Грошевы в зоопарке. Вот они, живые герои. Настоящий характер животных не передать ни графикой, ни красками. Бегемоты в жизни добрые и неторопливые, а ламы с удовольствием едят с рук. Забота семьи – обойти каждого. В зоопарке мы вообще давно не были. Чтоб запомнился вообще этот день. Пусть Грошевы путешествуют налегке, но никак не на пустой желудок. После купаний настало время ужина. Первого, второго и третьего за большим семейным столом. За сытным ужином дети делятся впечатлениями. Впервые вместе и в аквапарке, и в зоопарке. И буквально пролетев над Казанью, семье есть и что вспомнить, и чем поделиться. Мы, честно сказать, первый раз в такой обстановке. Это как сказка какая-то. Благодарность большая телеканалу и те, кто мог организовать это все. В зоопарке мне понравилось, когда мы смотрели на львенка. А в аквапарке, когда с горы катались. Новые фото в соцсети теперь отправятся с нового гаджета. Семейные путешествия украсили подарки, с которыми Грошевы уезжают домой. И благо недалеко. Их семейное путешествие впервые прошло в родном городе. Спасибо. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. О больших семьях с большим желанием присоединились и партнеры нашего телеканала. Федеральный мобильный телеоператор Теле2 помогает запечатлеть на всю жизнь самые яркие моменты семейного отдыха с ТНВ. А 8 июля, в День семьи, любви и верности, в 11 часов на нашем канале в эфир выйдет ток-шоу. Тема «Развод за и против». Что может стать причиной разлада в семье и могут ли дети повлиять на решение родителей? Эти вопросы обсудят участники ток-шоу. Не пропустите. И на этом у меня все. Впереди вас ждет прогноз погоды и спорт. Увидимся в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Мое призвание – доставлять людям удовольствие и хорошее настроение. Радость для меня – видеть, как преображаются женщины. Самая большая награда – это овации благодарных зрителей. И овации, и цветы. А секрет нашего успеха в умении содержать и дом, и дела в порядке. В полном порядке у этих успешных женщин и с оплатой счетов за газ, основой уюта их домашнего очага и благосостояния. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро «Проспект Победы». Справки по телефонам 570 51 11. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Обладателем Кубка Конфедерации стала сборная Германии. Молодой состав немцев в финале со счетом 1-0 обыграл сборную Чили. Бронзовыми призерами стали португальцы. Тем временем футболисты Рубина продолжают находиться на австрийском сборе. Второй контрольный матч команда Курбана Бердыева сыграла в ничью. На этот раз с голландским Утрехтом. Итоговый счет 1-1. У Рубина отличился бразильский нападающий Жонатас. Кроме этого, вышла из отпуска и наша молодежная команда. Также в контрольном поединке ребята встретились против клуба «Анжи Юниор». Матч завершился победой махачкалинцев со счетом 4-0. Соперники в предстоящем сезоне дебютируют в зоне Урал-Поволжье ПФЛ. А рубиновая молодежь в полном составе готовится к предстоящему сезону. Команда укомплектована и готова дать бой. Кубок мира по борьбе кураж среди тюркских народов прошел в селе Мингер Сабинского района. В рамках традиционного праздника Сабантуй спортсмены разыграли бюджет в 1 миллион рублей. Всего на турнир приехали 46 спортсменов из 22 стран мира. В день Сабантуй в Казани для них во дворце единоборств Акбарс провели семинар по правилам кураж. В легком весе первым стал Азат Нурмухаметов, в среднем Булат Мусин. Оба борца представляют Татарстан. В тяжелом весе не оказалось равных Сергею Павлику из Ульяновска. Он в финале боролся с болгарином Димчиевым и выиграл у Батыра Болгарии 2017 года. Таким образом, Сергей Павлик получил звание абсолютного Батыра Сабантуя и Кубка мира по кураж среди тюркских народов. Казань в ожидании новых проектов. С 7 по 16 июля в столице республики состоятся третьи в истории всероссийские пляжные игры. Соревнования включают в себя комплексные спортивные мероприятия. Казань примет 13 видов спорта, включая демонстрационный турнир по летающему диску. Игры пройдут на 2 площадках города. В центре пляжных видов спорта Дворца водных видов, а также на Кремлевской набережной. Начнут спортивную программу игры этапа Кубка России по пляжному футболу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Очередной циклон управляет погодными процессами в республике. Подробнее после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погоды, завтра на юго-востоке переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночные температуры плюс 15, днем 22 градуса. На северо-востоке облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, 14 градусов тепла. Днем преимущественно без осадков, столбики термометров покажут плюс 22. На севере республики малооблачно, временами пройдут дожди. Ночью плюс 14, днем 23 градуса. На северо-западе возможны кратковременные дожди. Ночные температуры 12 градусов выше нуля, днем около 22 градусов тепла. На юго-западе облачная погода с прояснениями. Местами также пройдут дожди. Ночью плюс 14, днем синоптики обещают 23 градуса. Для жителей центральных районов 4 июля будет малооблачно, но местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов тепла, днем 23 градуса. В последующие дни будет тепло, но без осадков не обойдется. Санаторий «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы и нарушение обмена веществ. Преимущества санатория – питьевая минеральная вода «Шифалысу», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. На целительные воды приезжайте в Шифалысу и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Игровой мир. Разработка и изготовление металлоконструкций и корпусных изделий из листовой стали. Лазерная резка. Собственное конструкторское бюро. Реализуем ваши идеи. Игровой мир 560-2020. Спонсор программы группа компаний «Игровой мир» обладает полным спектром услуг металлообработки. Собственное конструкторское бюро, лазерная резка и производство корпусных изделий из листовой стали. Телефон в Казани 560-2020. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков плюс 14-16. Днем 22-24 градуса тепла, временами пройдут дожди. Ветер западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.